Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Охота во все времена была жизненно необходимым промыслом для жителей Крайнего Севера. И на современном этапе она остается важной частью образа жизни людей. Сегодня мы поговорим подробнее об охотничьих ресурсах и правилах охоты в республике. Гость в нашей студии Владимир Решетников, заместитель руководителя Департамента охоты и сохранения охотничьих ресурсов Республики Саха. Владимир Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие полномочия осуществляет Министерство экологии в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов? С 2016 года переданы полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов исполняет Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. Эти полномочия включают в себя сохранение и использование охотничьих ресурсов, регулирование их численности, государственный мониторинг их численности, также и установление лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов, так и введение государственного охотно-хозяйственного реестра. Это также туда полномочия включены выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдача и аннулирование охотничьих билетов. Ну, все полномочия связаны с охотой. И плюс процесс жеребьевки. Да, вот в процессе жеребьевки это у нас установлен законом Республики Саха-Якутия, она также включена в полномочия, переданные полномочия по охоте. Давайте тогда поговорим о структуре охотничьих угодий республики, потому что, видимо, эта система такая, много ветвей она имеет. Ну, структура охотничьих угодий, это она состоит из двух частей, можно сказать. Это общедоступные охотничьи угодья и закрепленные охотничьи угодья. Закрепленные охотничьи угодья, они закреплены за юридическими и лицами и индивидуальными предпринимателями. Это почти половина от всей охотничьих угодий республики. 50 на 50 с общедоступными, так можно сказать. Скажите, а вот есть отдельные правила охоты на территории республики, а также есть отдельные правила охоты на территории Российской Федерации. В чем разница? Нет, тут поясню. Ага. Правила охоты, они установлены, утверждены приказом Министерства природных ресурсов. И на основании правил охоты мы в субъекте можем установить свои сроки охоты, где у нас есть полномочия, установить какие-нибудь ограничения охоты, типа вот такого плана. Правил охоты, так, субъекта нет отдельного. У нас указом главы утверждены, на основании правил охоты, утверждены сроки охоты, например, и отдельным указом у нас также установлены ограничения охоты. Но мы ограничены своей территорией, здесь особые климатические условия, проживают те или иные виды диких животных, птицы. Вот здесь какие тонкости? Ну, особенностей у нашей республики много. Это, во-первых, огромные территории, также большое количество особо охраняемых природных территорий, большое количество видов охотничьих ресурсов. 139 видов зачислено в нашей республике в охотничьи ресурсы. Также у нас проживает большое количество коренных малочисленных народов Севера, у которым можно проводить традиционную охоту в целях поддержания своей традиционной деятельности. Такого плана у нас особенностей много. Скажите, а есть ли какие-то ограничения по охоте, которые сегодня, например, действуют в Якутии? После утверждения новых правил охоты, правила охоты были утверждены только в 2021 году, новые правила. И после утверждения в 2021 году у нас в республике были введены ограничения. Это ограничения охоты на зайца-беляка в центральных и заречных районах. А также были установлены отдельные ограничения по способам охоты, которые в связи с внесением изменений в федеральное законодательство были исключены у нас. Какие сроки по сезону охоты в предстоящее время? Скоро у нас начинается долгожданная весенняя охота на водоплавающую дичь. В прошлом году также в правила охоты по этим пунктам были внесены изменения. В связи с этим
У нас в республике тоже сроки охоты весенние тоже пересмотрели все сроки охоты, собрали со всех районов предложения по установлению этих сроков охоты и установили по всем предложениям, по всем районам у нас 11 зон получилось, и по всем зонам отдельно у нас сроки охоты. А также хочу вот, добавить, что по охоте с подсадной манной уткой у нас по всей республике этой весной уже сроки охоты будут единые. Это с 25 апреля по 10 июня. То есть здесь другие правила, не как в 11 зонах? Да, это и, там, например, Верхоянский район и Алданский район в разных частях республики находятся, имеют право на охоту вот в строго положенные сроки. Да. А если мы говорим о этих 11 зонах, то по какому принципу произошло их деление? Ну, как сказал раньше, со всех районов мы собрали предложения до того, как вот разработать этот указ, который по срокам охоты. Собрали предложения и тут рассмотрели на совете по охоте, а также по научной части тоже посмотрели. Это прилет и это основной принцип. Это прилет, когда они прилетают, и когда на гнездо садятся. Это чтобы не нарушить вот естественный цикл. А вот какие предложения от жителей республики звучали? Для некоторых охота – это способ добывания пищи, если мы говорим о коренных малочисленных народах. Если мы говорим о тех, кто увлекается, это, наверное, спортивная охота. Да, вот тут какие особенности? Да, видов охоты много. Вот центральных, например, районов, да, центральных, заречных, густонаселенных, это охота в основном такого спортивно-любительского характера, и также добывание, ну, как мясо, дичи, да. А вот северных, например, где сосредоточены коренные малочисленные народы, там у них, можно сказать, традиционный вид деятельности, как это охота, рыбалка, там, и так. Про утку сказали, а что с зайцем великом? На зайца велика, как я рассказал раньше, вот ограниченная охота. Она вот была установлена на 3 года. Вот в этом году будет принято дальнейшее решение после учета их численности. Если численность их появилась по итогам работ учетных, можем разрешить охоту. А если больших таких увеличений численности нету, то ограничения будут продолжены. Но вот учитывая, что поправки в правила были внесены не так давно, в 2021 году, можно ли говорить о том, что скоро тоже ждут какие-то изменения? Ну вот основные правила, да, были приняты в 2021 году, и уже ежегодно, практически можно сказать, вносятся изменения вот, правила охоты. И, соответственно, вот, также вот, меняются сроки охоты вот, в каждом субъекте отдельно. Ну, правила, они же подразумевают под собой не только сроки охоты, наверное, и оружие носимое. Какая дробь должна быть, какие еще приспособления, манки могут с собой брать охотники? Да. Правила охоты едины вот по всей нашей стране, и применение вот калибров таких, безопасности, части безопасности, вот, применение способа охоты, можно практически сказать, по всей стране единые. Кроме таких случаев, как применение петель на зайца у нас разрешено, это тоже только в нашей республике. И также применение петель и многозахватывающих капканов при регулировании численности волка. Это тоже у нас только. А также я хочу отметить, в республике, только у нас тоже в республике, отдельным пунктом там прописано правило охоты, что у нас разрешается традиционная охота на турпана. Это с 1 июня по 4 июня по всей республике. А были ли способы добычи диких животных, которые нынче у нас в республике запретили по каким-то соображениям? Вот по зайцам как раз были случаи по-моему, до 2021 года еще были случаи, где запрещена была тоже охота.
Такие случаи, да, редко, но случаются. Это вот, например, когда были такие случаи, где охотники на фотографии, и у них несоизмеримое количество добычи. Нет, Нет? Это не тот случай был. Там количество намного было меньше, но факт был. Скажите, а есть ли вот какие-то моменты, которые, например, по природно-климатическим условиям у нас в Якутии не проходят? Есть такие моменты, да. Вот, у нас проблема сейчас при регулировании численности крупных хищников. Это бурый медведь и волк, которые наносят ущерб вот, домашнему хозяйству, сельскохозяйственным животным, а также создают угрозу жизни и здоровью человека. При соответствии с порядком действующим, который установлен Минприроды, на вот, регулирование численности дается всего 3 календарных дня. Это для нашей республики с огромными территориями, климатическими, особыми климатическими условиями, это не подходит, можно сказать так. В связи с этим мы в адрес министра природных ресурсов и экологии Козлова Александра от имени главы нашей республики Айсена Сергеевича направили предложение по увеличению сроков охоты вот, при регулировании численности таких животных. Замечания были учтены, проект приказа был разработан, утвержден и сейчас находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации. Надеюсь, в ближайшие дни зарегистрируют и приказ вступит в силу. Сколько дней тогда будет у тех, кто будет регулировать численность? По проекту, вот, которому утвержденному, будет до устранения причин вот, угрозы жизни и здоровья или вот, до устранения угрозы. Это мы говорим как раз о волках, которые приходят в населенные пункты, и медведях. Да. В основном у нас такого плана работа. Бывает еще несколько случаев песцы, лисы, лисицы. Владимир Степанович, я благодарю вас за содержательную беседу. Я думаю, что многие, кто посмотрели это интервью, в особенности любители охоты, сделают для себя сегодня необходимые выводы. Большое вам спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.